Дмитрию Медведеву презентовали первую в регионе полилингвальную смарт-школу на 1000 мест. Сегодня ее открыли в Уфимском микрорайоне Яркие, где после торжественной линейки прошло видеоселекторное совещание с председателем правительства страны. Микрорайон активно застраивается. Сейчас там около 10 тысяч жителей, большая часть которых это молодые семьи с детьми. Поэтому новая школа пришлась кстати. Вместо первой азбуки в качестве подарка смарт-часы. С этого начинается учеба первоклашек, и такой она будет все 11 лет. Минимум бумажных учебников и максимум практики. Скелет в классе биологии вынули из шкафа, микроскопы в кабинете химии с 1000-кратным увеличением. На английском будут больше говорить, а не заучивать. Ноу-хау сегодня освоили и официальные лица. Школа мечта, и я думаю, многие хотели бы учиться. Действительно очень важно уделять внимание нашему будущему, нашим детям. И хорошо, что вот с реализацией национальных проектов такие проекты у нас возникают. Первая полилингвальная школа рассчитана на 1000 будущих полиглотов. Здесь будут осваивать 6 иностранных языков. Большие перспективы у любителей физкультуры. 11 спортивных зон, тренажерных. Есть бассейн и актовый зал с раздевалками. Просторная столовая и теплые гардеробные. Мы смотрели кабинет физики, я такое только по телевизору, честно говоря, видела. И также то, что есть футбольный корт, он великолепный, он просто шикарный. В этой школе сложно забыть о домашнем задании и расписании уроков. Прямо на входе есть табло, где можно выяснить список предметов каждого класса. Вскоре здесь появятся вкладки объявления, расписание факультативов и даже обеденное меню. Полилингвальная школа стала частью национального проекта образования. В его рамках во всех школах республики обновляют классы, библиотеки, столовые. 71 учебное заведение подключилось к программе «Взлетай». Уроки дополняются факультативами. Это, например, шахматы, бальные танцы, интерактивный башкирский язык, навыки вождения автомобиля. Нас очень заинтересовал проект «Взлетай», который Ради Салихович озвучил на первом образовательном форуме в Конгресс-холле. И мы задумались, чтобы нам интересного, чтобы новое движение пошло вперед, патриотизм развивать, поднимать честь и достоинство подрастающего поколения. Мы решили запустить проект «Гимназист 105. Взлетай на 5». В этом году впервые в истории региона распахнут свои двери 21 школа и 21 детский сад. О рекордных цифрах Ради Хабиров доложил премьер-министру правительства страны. Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкортостана с Днем знаний и отметил, на текущих достижениях работа по реализации нацпроектов не заканчивается. Все в хорошем настроении, все детишки пошли в школу. Ну а у нас впереди большой объем работы. Мы будем готовиться к зиме, мы будем также дальше развивать экономику, мы будем завершать крупные строительные объекты, которые обещали до Нового года сдать. Мы должны завершить огромное количество строительства дорог, которые тоже до 15 ноября должны остановить. Времени на кружки будет больше, ведь школьная программа теперь 5-дневная. За обеды родителей тоже просят не беспокоиться, на столах учащихся блюда из единого меню, за качество которых чиновники будут отвечать своими креслами. Максим Окунев, Азат Ишбулатов, Азат Узбеков. Новости. Уфа.